Физико-специфическая наука и заинтересовать собой может очень немногих. Однако мы все же включили в наши лекции физическую тему. Наверное, потому что звучит она очень серьезно. «Черная дыра. Антивещество». Ее автор Расим Камлия в своих исследованиях пытается понять и объяснить окружающий нас мир. Сколько человечество существует, столько интересуется обустройством окружающей среды, как устроен космос, какие закономерности в природе нашей, из чего вообще состоит наша природа, мир, из каких мельчайших частиц. Камлия Расим Аркадьевич, доцент, кандидат технических наук. Родился в селе Лыхны, окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности разработка и конструирование электронно-вычислительной аппаратуры. Стал работать в Сухумском физико-техническом институте Министерства среднего машиностроения СССР в должности инженера. В 1978 году поступил в заочную аспирантуру и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Читал лекции по физике полупроводников и теоретическим основам электротехники в АГУ. Открыл в Сухуми общественную физико-математическую школу при СФТИ. Выпускники этой школы – специалисты с учеными степенями. Один ученик по фамилии Еник работает в Объединенном институте ядерных исследований в городе Дубна, а также принимает участие в исследованиях на коллайдере в Швейцарии. Международный конгресс экологии и дети выдвинул работу Камлия на Нобелевскую премию по физике. Является автором 27 научных работ, из них 8 изобретений, на которые выданы авторские свидетельства и патент. Естествознание получило большое развитие в XIX веке. Я не буду останавливаться на истории развития и многих направлениях, которые получили большое развитие. Учитывая тему сегодняшней лекции, начну с Дмитрия Ивановича Менделеева, который открыл периодическую систему элементов, которая носит его имя. Спустя небольшое время, в 1911 году, английский физик Резерфорд дал планетарную модель атомов. Вслед за ним в 1913 году датский ученый Нильс Бор сформулировал свои постулаты, за что он в 1922 году получил Нобелевскую премию. Постулаты Бора легли в основу современной квантовой механики, вы знаете. Квантовая механика развилась сильно, появились лазеры. Параллельно с этим атомная и ядерная физика. Изучение частиц, в частности электронов, показало, что эти частицы ведут себя двояко, и как волна, и как частица. Что же это такое вообще, вот эта мельчайшая частица электрон, до сих пор остается загадкой. Я попытался выдвинуть гипотезу о строении электрона и проверить, как работает эта гипотеза на различных физических экспериментах, которые уже проводились, и попытаться объяснить это строение. То есть подтверждается это экспериментами или нет. Значит, гипотеза следующая, что
электрон состоит из материи и антиматерии. Ну, вы знаете, что если существует положительный заряд, то существует отрицательный. Если существует материя, то должна быть и антиматерия. Мы почему-то полагали, что живем в окружении материального мира, а где антиматерия, до сих пор не ясно было. Так вот, дуализм свойств электрона вот за последние 100 лет не получил объяснения. Ну, исходя из гипотезы, посмотрим, как ведет себя электрон. Значит, она иногда как частица, а иногда как волна. Ну, вы знаете, когда сталкиваются материя и антиматерия, они уничтожают друг друга, и получается электромагнитная волна, то есть другой объект. Дальше. Были эксперименты взаимодействия электрона с антиэлектроном, то есть позитрон. Характерно, что при взаимодействии всегда выделяются два гамма-кванта. То есть электрон, если слоеный, так сказать, она имеет циклическую структуру, вот здесь вот изображено. Значит, на первый гамма-квант излучается при взаимодействии наружных слоев, второй гамма-квант при взаимодействии внутренних слоев, которые также противоположны. То есть второй эксперимент тоже подтверждает выдвинутую гипотезу. Ну, теперь давайте посмотрим. Есть философский закон единства и борьбы противоположностей. Борьба противоположностей – это движущая сила развития. А для того, чтобы эта борьба была, должно быть обеспечено единство. Другими словами, материя и антиматерия должны находиться рядом, сосуществовать. Именно такая гипотеза у меня по поводу строения электрона. То есть философия тоже подтверждает, что должно быть именно так. Ну, пожалуй, что касается микрочастиц, все. По поводу электрического заряда, я уже говорил, есть положительный и отрицательный заряд. Всегда считалось, что электрон заряжен отрицательно. Думаю, что правомерный вопрос. Давайте попытаемся разрядить электрон. То есть снять заряд. Если мы говорим «заряжен», давайте снимем, а такой частицы неизвестно. То есть мы наделили фактически электрон свойством быть заряженным. Ну, как известно, позитрон имеет положительный заряд. То есть в реакции взаимодействия электрона и позитрона электрический заряд как таковой не проявляет себя нигде. Имеет место взаимодействие материи и антиматерии. Ну, если для электрона существует антиэлектрон, то должен существовать антипротон, антинейтрон, из которых формируется антиядро, вокруг которого крутятся не электроны, а позитроны. То есть мы получили антивещество. То есть электрон является частицей вещества, позитрон – частицей антивещества. Так вот, исследования американских специалистов с помощью телескопа Хаббл, который находится на космической орбите, они обнаружили около черной дыры большое количество позитронов. Но это верный признак того, что там есть антивещество. Исходя из этого, я такой вывод и сделал.
много очень пишут о черных дырах. Иногда говорят темная материя, черная энергия и так далее, потому что неизвестна была природа черной дыры. Что за вещество там? Предполагается, что черная дыра имеет сверхбольшую плотность, из-за чего очень сильная гравитация. И, говорят, буквально все проглатывает черная дыра, вплоть до электромагнитных лучей. Но если мы предположим, что там антивещество, то гравитационные силы между двумя кусками вещества может быть одна, а между веществом и антивеществом совершенно другая. Пока никто не исследовал гравитацию между веществом и антивеществом. И именно потому, что там антивещество, складывается ощущение, что гравитация очень сильная, то есть, исходя из этого делается вывод о сверхвысокой плотности черной дыры. И теперь по тем же исследованиям американских ученых, я даже на брошюре книги привел фотографию, когда черная дыра иногда извергает гамма-лучи. А что такое гамма-лучи? Это результат взаимодействия электронов и позитронов. Значит, она не все проглатывает. Это во-первых. Сверхвысокая гравитация не наблюдается, когда две черные дыры притягиваются друг к другу. Они довольно-таки медленно сливаются. Значит, опять подтверждение того, что там нет сверхвысокой плотности. Еще один вывод, который делают американские ученые, что масса черной дыры постепенно растет. С этим я тоже позволю не согласиться, поскольку когда туда попадает вещество, она прореагировала, и часть антивещества израсходовалась, и результат выбрасывается в виде гамма-лучей. Вот, кстати, на картинке как раз это приводилось. Далее, читая произведение Платона, сочинение древнегреческого философа, пришли мысли о том, что и Земля состоит из антивещества и вещества. После того, как была опубликована эта небольшая работа, американские ученые вдруг начали проводить исследования под землей. Раньше они темную материю искали всегда в космосе, а здесь начали под землей искать. И нашли. Я буквально зачитаю то, что они написали в интернете, как открытие крупное. Американские физики, занимающиеся исследованиями в рамках проекта «Криогенный поиск темной материи», сообщили о том, что сумели найти следы черной материи глубоко под землей. Такое открытие было совершено в специальной лаборатории, расположенной в Миннесоте. По словам ученых, во время исследовательской работы был зафиксирован существенный выброс энергии, который произошел не без участия частиц темной материи. Исследователи практически на 100% уверены в том, что выброс энергии явился следствием взаимодействия атомов обычной земной материи с частицами темной материи. То есть они фактически подтвердили своими исследованиями теоретические выводы, которые были сделаны в этой работе. Действительно, таким образом мы получаем, что сосуществование материи, антиматерии,
вещества и антивещества являются фундаментальнейшим законом философским. Ну, давайте возьмем, например, атом любого вещества. Мы знаем, что электроны, которые крутятся вокруг ядра, заряжены отрицательно. Ядро заряжено положительно. Мы не знаем другого заряда положительного, носителя положительного заряда, как позитрон. Как мы уже говорили, электрического заряда как такового не существует, он не проявляет себя нигде. А здесь, значит, в атоме получаем, что снаружи электроны, а в ядре существует антивещество, частицы антивещества. И вот в масштабах, таким образом, получается, что в масштабах атома тоже имеет место сосуществование противоположностей. Ну, как вы знаете, центром нашей галактики Млечный Путь является черная дыра, то есть антивещество. Ну, черных дыр много в нашем космосе, но центр галактики нашей – огромная черная дыра, антивещество. И теперь давайте проследим, начиная с микрочастиц, электрона, атома, Земли и галактики, наблюдается сосуществование противоположностей. Вот какой фундаментальнейший закон. И удивительно, что до сих пор философы, которые формулируют закон единства и борьбы противоположностей, не поставили вопрос, где же все-таки антиматерия, где противоположность той материи, в окружении которого мы живем. Конечно, здесь очень много вопросов, которые требуют дальнейших исследований, изучения, в том числе и строения атомов, в частности, атомного ядра. Ну, как пишу в этой работе, вообще исследовательский процесс бесконечный. Я все-таки хотел спросить, у вас есть соответствующие условия для дальнейшей работы, для углубления этих ваших открытий новых? Пока таких условий нет, то есть я чисто теоретически работаю. Если я анализировал какие-то экспериментальные результаты, то это экспериментальные результаты других физиков и экспериментаторов. Ну, время покажет, посмотрим, возможно. Но для продолжения работ действительно должны быть определенные условия. Здесь очень... Да, конечно. И лаборатория. Вот я немного коснулся гравитации, взаимодействия частиц. Конечно, надо рассматривать суперпозицию сил частиц, составляющих атомы вещества, антивещества. Тогда многие вопросы, которые не ясны сегодня, возможно, прояснятся. Процесс познания окружающего мира бесконечен. Как бы ни развивалась наука, всегда останется что-то неисследованное. И, конечно, впереди нас ждут еще очень интересные открытия и находки. До свидания.